буровых установок. Они дали на пробу попытаться сделать коронку моим коллегам. Коллега с коронкой приехал в Москву, они ее построили на основании этой самой сломанной коронки проект. И вот буквально несколько дней тому назад мы получили фотографии из Москвы, там ее произвели. Теперь ее нужно отправить на предприятие в Нерюнгере, и она начнет работать на оборудовании, они ее протестируют и поймут, можем ли мы импортозаместить те коронки, которые в настоящий момент идут год-полтора на предприятие, можем ли мы их заменить этими коронками. Вот. Причем это не только наша практика. Если мы посмотрим там, предложение о работе в Люфтганзе, например, в Люфтганзе требуются специалисты по реверсивному инженерингу именно для ремонта воздушных судов, потому что поломки случаются, у всех случаются, а простой техники стоит очень дорого. И склад запчастей никто, собственно, не держит. Даже в случае таких компаний, как Люфтганза, бывает быстрее произвести деталь у себя, чем дожидаться несколько дней, когда она прилетит из другой страны. Ну, то есть можно с уверенностью сказать, что эта специальность, в принципе, весьма востребована на рынке труда и перспективна к развитию. Да, она весьма востребована на рынке труда и перспективна к развитию, хотя понятно, что специалистов по реверсивному инженерингу требуется гораздо меньше, чем, например, пекарей. Вот тут, как бы, я надеюсь, что ни у кого нет никаких сомнений. Ну, а какие еще новые специальности можно отметить, появившиеся благодаря движению WorldSkills? Для меня это довольно сложный вопрос, потому что, вообще говоря, движение WorldSkills является в определенной степени движением неразрывно связанным с образованием. Оно, конечно, неразрывно связано и с профессиональными сообществами, и с специалистами, но тем не менее неразрывно связано с образованием. А образование – структура достаточно консервативная. И не стремится к быстрым переменам. По этой причине, скажем, в WorldSkills есть компетенция ювелирное дело, которая до сих пор не внедрила у себя 3D-технологии и компьютерного моделирования в принципе. И до сих пор пользуется, в мировом движении WorldSkills не используется компьютеров в ювелирном деле. Российская Федерация пытается выступать, и WorldSkills Russia пытаются выступать новаторами, а может быть даже суперноваторами WorldSkills. И благодаря России появилась идея создать такое подразделение или такое направление, как Future Skills, куда входят компетенции, скажем так, может быть только появившиеся, а может быть те, которые появятся в ближайшем будущем. К таким компетенциям относится, например, 3D-прототипирование, то есть создание прототипов с помощью компьютерных технологий и последующее их производство на аддитивных установках, в данном случае для ваших зрителей проще будет, наверное, сказать 3D-принтерах. Вот, хотя это не всегда правильно отождествлять. В этом году чемпионат проводится уже 7-й раз, и за время проведения этих чемпионатов, что, на ваш взгляд, стало самым ценным и самым полезным в проведении вот этого масштабного конкурса? Я начну с малого. Для меня, как человека, создавшего компетенцию и пытающегося ее развивать, и пытающегося внедрять в образование, для меня очень важно, что я и мои коллеги сдвинули пласт. То есть в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, школах стали появляться 3D-сканеры. В значительной степени, а может быть даже и только благодаря нам это и произошло, потому что 3D-сканеры входят в состав инфраструктурных листов на соревнованиях, школы и образовательные учреждения готовят своих конкурсантов к соревнованиям, и хотят они или не хотят этого, они вынуждены формировать тренировочную базу в соответствии с инфраструктурными листами. Соответственно, и появляются и современные компьютеры, современное программное обеспечение, появляются тренера в образовательных учреждениях, соответственно, движется процесс. А если говорить о, может быть, менее значимых, на первый взгляд, для меня, но гораздо более значимых для всей страны в целом изменениях, появляются стандарты. Вот, на мой взгляд, это очень важно.
стандарты не оторваны от мировой профессиональной практики и лучшей отечественной профессиональной практики. А без стандартов невозможно представить современную индустрию. То есть все, что мы строим, может строиться только на базе чего-то, на базе каких-то фундаментов. Вот. Для образования это актуальные профессиональные стандарты. Причем это стандарты, которые не выдуманы кем-то в кабинете, а это стандарты, которые рождены профессионалами рынка в конкретных индустриальных областях. Вот мне кажется, что это очень важно. Актуализация стандартов образования. Ну вот как эксперт вы наверняка уже наблюдали за работой многих талантливых студентов. Были ли те проекты или люди, которые запомнились вам больше всего или чем-то очень сильно удивили? Ну, да. Безусловно, были, как ни странно, а может быть и для вас это очень приятно, первым ярким удивлением, запомнившимся мне, был как раз посланник Якутии на национальный финал в Краснодар. Якутия впервые участвовала в соревнованиях по реверсивному инжинирингу. Реверсивный инжиниринг впервые стал из презентационной компетенции основной компетенцией WorldSkills Russia. И посланник Якутии занимает первое место, при том, что ни разу из Якутии никто никогда не участвовал в соревнованиях. Для нас это был большой сюрприз и большая наука. После этого именно после этого наши конкурсные задания стали усложняться ежегодно, наверное, процентов на 30-40. Каждый последующий год оно становится все сложнее, сложнее и сложнее. Да, это было яркое событие, он действительно был очень хорошо подготовлен. Ну, то есть, на ваш взгляд, будущее у наших студентов, у наших участников, в принципе, весьма неплохое, участников WorldSkills, я имею в виду? Да, я в этом убежден. Вы одна из самых сильных команд. Ну что ж, будем надеяться, что наши ребята займут достойные места в этом чемпионате и представят нашу республику в финале. Я благодарю вас за беседу. Успехов вам в вашей работе. Огромное спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». На 7-м национальном чемпионате WorldSkills мы говорили с гостем нашей студии. Это международный эксперт WorldSkills International, менеджер компетенций реверсивный инжиниринг Алексей Рекут. До встречи в эфире.